Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня 16 июня, и это говорит нам о том, что закончился нерестовый запрет в Нижегородской области и Республике Мордовия. И я незамедлительно бросился на реку Мокша, на живописный перекат, чтобы поймать огромадного головля. Но на улице плюс 3 градуса, и голавль что-то не совсем активен. Тем не менее, мне удалось уйти от 0, и в этом видео посмотрите, что удалось мне поймать. А я пошел собираться на очередную рыбалку. У нас запланирован выезд в Рязанскую область. Рыбалка будет на джиг. Попробуем половить щуку, судака. И товарищи хотят еще поквочить сама. Я ни разу этого не делал. Посмотрим, может быть, получится организовать и такую рыбалку. Приятного просмотра, не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх и увидимся на воде. Ну что, начнем, как говорится. Время у нас 4:30 утра. То место, где я хотел рыбачить, занято. Люди приехали вчера, поэтому мне уже где досталось. Будем пробовать. Оба. Спросил у мужчин, они ловят на перетяг. Одна поклевка, жереха поймали небольшого. Так на пальцах показали, я думаю, грамм на 400-500. И все. Посмотрим, может, нам удастся тоже что-нибудь поймать. Нашел отличную позицию. Думаю, здесь и задержусь. Буду менять воблеры. Травы вроде нету здесь. На улице довольно-таки холодно для середины июня. Пока в машине ехал, машина написала мне: возможно обледенение дороги, плюс 3 градуса. Комары повылетали, зря термосел не взял из машины. Ой, как зря. Была поклевка сейчас, но походу это окунь как бы и сошел. Без удара, какая-то небольшая рыбка. Батарейки экономлю на камере, потому что находится в боксе. Повербанк нет подключить возможности.
маленький голавлик. Но я думаю, все-таки окунь, наверное. Поменял горизонт ловли, поставил диповый воблер, но посмотрим, сейчас вроде пока проходит. На улице холодно, но вряд ли голавль сверху что-то будет хватать. Да, проходит диповый воблер здесь. Кувшинки вот плещется, блин, рыба, но туда не забросить. Была потычка. Попался, что ли, попался. Но это окунь, блин. Это окунь. И в прошлый раз была тоже окуневая поклевка. Ну, от 0 ушел, как бы, и слава богу, ребята. Вот такой вот окунишка клюнул. Ой-ой-ой. Да, клюнул в замок. Не знаю, выживет, не выживет. Сейчас попробуем аккуратненько его снять. Да, сожрал. Ага, все, спас. Вот такая вот рыбка, закровила немного, но думаю, что выживет. Давайте отпускаем его. Все, убежал. Значит, тема со сменой горизонта ловли сработала. Ну и перебор приманок опять же. Да, но головля нет. Точнее, он есть стопудово здесь, но не клюет. Основная струя идет по левому берегу реки, а у меня здесь такая затишье получается. И вот он как раз
на границе струи клюнул. Я думаю, что голавль, конечно, под тем берегом стоит. Но я до туда не добрасываю. Не видно, он там вдалеке. Цапля, что ли? Или аист какой-то. Так, а тем не менее, время уже 6 часов утра. Да. Клев не ахти. Ладно, будем пробовать. Так, значит, окушка я поймал на кренке 40 диповый от Strike Pro. Сейчас поставлю уникренк от компании Sprout, диповый 36F в более яркой раскраске. Да, струю держит почетче, мне кажется. Не хочет. Ух, и летит, да, летит хорошо. Ух, ничего себе, он там в траве прыгает рыбка, блин. Кто-то ее там пугает. Может быть, щука. Да, но это можно только, наверное, с лодки как-то. Так, и в третий раз невод пришел с тиной морской. Так сделаем, давайте. Есть. Окушок опять. Сошел, что? Нет, сидит. Но маленький. Оп. Так, ну уже повеселее дело пошло, блин. И слушайте-ка, тоже клюнул прям в замок. Сейчас попробуем тоже его аккуратненько снять. Ага. Все, вот такой вот окунишка. Второй. Отпускаем. Может быть, стало солнышко пригревать. Но я, конечно, приехал за мощный поклев. Головля, черт побери. Одного мне дайте, я домой поеду. Одну хорошую поклевку.
Ничего себе.